Всем доброго дня, дорогие друзья! С вами снова Татьяна, компания Sakura Auto. Сегодня пришел очередной автовоз с автомобилями наших заказчиков, поэтому мы приступаем к разгрузке. Оставайтесь с нами, будет интересно. Итак, друзья, разгрузили мы нашу грядку автомобилей. Теперь давайте немножечко расскажу поподробнее о каждом из автомобилей. Начнем мы с Mazda Axela, потому что у меня уже приехал заказчик за автомобилем и хочет скорее забрать себе ее. Значит, Mazda Axela 2017 года выпуска, 1,5 литра, 111 лошадиных сил, бензин, на автомате, передний привод. Комплектация у нее максимальная, 15 в проекте, пробег 41 тысяча километров, оценочка R, замена у нее переднего крыла. Итак, давайте посмотрим. У нас полный мультируль, кожаный, с круиз-контролем адаптивным. А у нас проекция на лобовое стекло, штатная магнитола, на климате, на автомате, разделительный подлокотник есть кожаный, просто красотища. По опциям iStop есть контроль выхода из полосы, анти-юз, радары в круг есть. Посмотрим задний ряд. Разделительный подлокотник, места достаточно. Сиденье, так, спинки складываются вперед, знаю точно, что складываются. Сейчас багажника покажу вам. Багажник очень вместительный. Сидушки еще если положить, спиночки вперед, можно и не габарит возить. В седане вполне спокойно. Помыть такую красавицу, и будет просто пушечка. Вот, поэтому поздравляем нашего заказчика с очередной покупкой, потому что это уже не первый его японский автомобиль.
Вот, и желаем успехов на дорогах. Итак, дальше, друзья, у нас Honda Step Wagon в максимальной комплектации, очень красивого цвета фиолетового. Ну, пока немножко машина грязная, не так видно, конечно. Вот. Автомобиль у нас 2015 года выпуска. Это 1,5 литра турбо. Передний привод, друзья. Комплектация максимальная, как я и сказала. Cool Spirit. Спада Honda Sensing. Пробег у нее 108 тысяч километров. Оценка 4 балла. Вот такую конфетку привезли нашему заказчику Михаилу из Ижевска. Давно он, очень давно все мечтал о ней, созревал. И вот, наконец-то, мы его мечту помогли осуществить. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Так, друзья, 107 тысяч километров, 4 балла оценочка, мелкие царапинки, даже и искать их бесполезно, а один вы не увидите. Пробег 107 тысяч километров, штатная магнитола, карточку надо где-то поискать, вставить. Итак, у нас автомобиль с подогревами передних сидений. Вот такие вот классные подстаканники. Вот такой удобный столик. 2 электродвери. Есть контроль выхода из полосы, предотвращение столкновения, антиюз, кожаный, полный мультируль со всеми функциями. Кнопка старт-стоп, подрулевые лепесточки есть. Просто смотрите, какая пушечка. Хочу обратить особое внимание на чистоту автомобиля. Я тут, конечно, поднатоптала уже, но посмотрите в целом. У нас автомобиль 8-местный, потому что Михаил просил именно такой, чтобы вот задний ряд, второй ряд точнее, был диваном. Здесь у нас удобный есть подлокотник, шторки, видите, такие сеточки на втором ряду, столики с подстаканниками. На потолке вторая печка, потому что автомобиль с 3-зонным климат-контролем, чтобы всем было тепло и комфортно. Так, тут у нас подголовники, 3-й ряд в полу. 3-й ряд складывается в пол. Фирменная дверь ваку-ваку. Буду показывать еще раз, снова и снова, потому что это прямо то, за что Хонды пользуются огромным спросом. Огромнейший багажник при необходимости можно сделать. Вот. Поэтому сегодня ждем Михаила, чтобы выдать ему его автомобиль. Переходим к Honda Civic. Впервые привозим такой автомобиль, поэтому посмотрим поближе на эту красоточку. Автомобиль у нас 2018 года выпуска, 1,5 литра, 173 лошадиные силы, передний привод. Пробег у автомобиля 44 тысячи километров, оценка 4,5 балла. Состояние нового автомобиля. Обошлась в бюджет в Ижевске со всеми расходами 1,380, если я не ошибаюсь. Ну, ориентир такой. Давайте посмотрим на эту красотку. Такой у нее взгляд прямо, да? Пишите в комментариях, нравится ли вам такой автомобиль, что думаете. Итак, перейдем к салону. У нас кожаный салон. Состояние прямо, посмотрите, нового автомобиля. Кожаный полный мультируль. Кнопочка старт-стоп. Антиюз. Предотвращение столкновения. Контроль выхода из полосы у нас есть. Магнитола штатная. Надо флешку тоже поискать. Подлокотник удобный. Подстаканник. Вместительный бардачок. Тут нам, смотрю, предыдущий владелец оставил регистратор.
Давайте посмотрим по аукционному листу. Пробег 43 тысячи километров, 4,5 балла оценка. Так, да, пробег 43,5 тысячи километров. Вся система управления на руле, все очень информативно и удобно. Полный электростеклопакет. Давайте посмотрим. Второй ряд у нас. Места достаточно. Вот такой диван. Есть разделительный подлокотник. Давайте перейдем к багажнику сейчас. Посмотрим его объемы. Вполне место. Вот сеточка еще есть. Тут еще тоже какая-то сетка лежит. Поздравляем от всей души нашего заказчика с приобретением такого шикарного автомобиля. И далее перейдем к кейкарам. Приехал такой интересный мини-бус, друзья. Это Nissan Daydrux. Автомобиль у нас 2014 года выпуска. Мотор 0,7, 64 лошадиных силы. Передний привод. Комплектация Highway Star Turbo. У нас турбовая версия. Пробег у автомобиля 115 тысяч километров, оценка 4 балла. Автомобиль ехал на продажу, но сейчас он уже забронирован, поэтому пока его не забрали, давайте посмотрим на эту малышку поближе. Ну как, конечно же, малышку. Высокие двери, очень удобно. Что в степ-вагоне можно в полный рост заходить в салон. Здесь картина примерно та же самая. У нас две электродвери, антиюз, электропакет стекол. Итак, давайте посмотрим и заведем наш автомобиль. Так, 115 тысяч пробега у нас, магнитола Eclipse. Система управления климатом, все очень информативно и удобно. Музыку потише сделаю. Вот такой у нас вместительный бардачок. Есть подстаканники у пассажира и у водителя. О, смотрите, какие солнцезащитные козырьки широченные. Отдельное внимание хочу ваше обратить на состояние автомобиля. Аккуратный салон. Прям повторюсь. Очень ухаживали за автомобилем, прямо видно. Заботились. Здесь у нас на втором ряду лежат зимний комплект шин, лежит точнее. И судя по пространству, сюда войдет еще не один комплект, так скажем. Есть столик, видите, там с той стороны. Есть вторая печка для пассажиров. Будет тепло и комфортно. Регулировка сиденья. Давайте обойдем автомобиль в круг. Посмотрим, что интересного. Вот так он выглядит сзади. Есть метла, есть дополнительный стоп-сигнал. Багажник открывается широко и высоко. Можно реально использовать для перевозки какого-то груза. Места прям много. То есть как и для ежедневного передвижения, так можно что-нибудь возить в автомобиле. Очень интересно выглядит данная модель. Особенно в ее комплектации Highway Star. Красивая пушечка. Скоро поедет к своим новым владельцам. И так далее мы переходим к Daihatsu Move. Автомобиль приехал у нас для наших заказчиков из Сарапула. Скоро они за ним приедут. Значит, машина у нас 2016 года выпуска. Мотор 0,7. Тоже у нас турбовая версия, 64 лошадиные силы. Передний привод. Комплектация Custom RS.
Пробег у автомобиля 92 тысячи километров, оценка 4 балла. Обошлась в бюджет примерно 750 тысяч рублей. Интересная версия, поскольку я смотрю здесь вставочки такие золотистые рядом с лейбой Daihatsu. У него литье тоже под золото, и ручки дверей выполнены все в едином стиле. Помыть бы эту красоту. Потом попрошу, чтобы фотографии все заказчики скидывали. Буду выкладывать в ВКонтакт, в Инстаграм, чтобы мы все посмотрели на эти автомобили в чистом виде и полюбовались ими еще больше. А сейчас перейдем к салону. Давайте по внешке посмотрим поближе. Ветровики, повторители в зеркалах. Ручки такие золотистые, интересные. В салоне у нас комбинированные сиденья, полный мультируль, штатная магнитола на климате, кнопочка старт-стоп, кнопочка предотвращения столкновения, эко-айдл, анти-юз, полный электростеклопакет. Давайте чуть дальше, я сейчас ее заведу, присяду. Так. Пока посмотрим ее аукционный лист. Даже 91,5 тысяч километров, 4 балла оценка. Мелкие царапки по кузову. Ничего совершенно критичного. Такой интересный руль у нее, посмотрите, друзья. Бардачки. Тут еще такая приспособа под USB разъемы. Подстаканники у водителя и у пассажира. Здесь у нас заранее купленные зимние шины, погруженные во Владивостоке. Вот. Заказчики уже где-то рядышком на подъезде. С нетерпением жду свой автомобиль. Потом буду, друзья, просить всех заказчиков сделать чистые фото автомобилей, чтобы вам потом показать и выложить. И полюбоваться вместе с ними привезенными автомобилями. И далее мы перейдем к Honda N-Wagon. Honda N-Wagon у нас 2014 года выпуска. Мотор 0,7. 58 лошадиных сил, передний привод, комплектация Custom G. Пробег у автомобиля 126 тысяч километров, 4 балла оценка. Давайте посмотрим такой интересный автомобиль, интересного цвета. Обычно там синие, белые, черные. Тут такой забавный оранжевый. При этом он очень красиво выглядит, стильно. И автомобилю он идет. Итак, друзья, первое, что бросилось мне в глаза, когда я открыла дверь данного автомобиля, все усыпано в стразах. На аукционе, на фотографиях этого видно особо не было. Я не знаю, или так вот прям в глаза не бросилось, издалека же делать фотографии. Но, в общем, ездила девушка однозначно, украсила автомобиль на свой вкус и цвет. Вот, стразы не колхозные, выглядит прямо симпатично. И на передних дверных картах, и на задних. Здесь тоже, посмотрите, все красиво, симпатично украшено. Сейчас заведем наш автомобиль. Магнитола Kenwood стоит на климате. Так что потише сделаю. Так, музыку потише. Итак, пробег 126 тысяч километров. У нас полумультируль, кожаный. Бардачки, подстаканники. Салон на ткани. Кнопочка старт-стоп присутствует. Анти-юз есть у автомобиля.
На втором ряду тоже ранее купленные колеса с Владивостока, загруженные. Вот видите, вот так симпатично это все, конечно, сделано. Машинку помоем, почистим. Кстати, машина приехала на продажу, поэтому, если кому интересно, за всеми подробностями в личные сообщения, пожалуйста. Всем отвечу на вопросы. Далее у нас Toyota Isis, друзья, которая пришла для нашего заказчика из Ижевска. Автомобиль у нас 2010 года выпуска. Мотор 1.8, 143 лошадиных силы, передний привод. Максимальная комплектация Платана. Пробег у автомобиля 131 тысяча километров, оценка 3,5 балла. Обошлась бюджет со всеми расходами до Ижевска примерно 900 тысяч рублей. Вот у нас тут автовозы один за одним ездят. Надеюсь, на звук сильно обошлась в бюджет до Ижевска со всеми расходами в 920 тысяч рублей. Давайте смотреть автомобиль поближе. Бесключевой доступ у нас имеется. Полный электростеклопакет. Кнопка старт-стоп. 2 электродвери. Кожаный руль у нас. Тканевый салон. Так, сейчас я заведу ее. Итак, пробег 130 тысяч километров, 3,5 балла оценка. По стороне небольшие ремонтные работы были выполнены по левой. Магнитола. Так, здесь бардачок. Ниже тоже бардачок присутствует. Здесь еще такая ниша есть. Камера заднего вида присутствует. Давайте перейдем на второй ряд, посмотрим, что там интересного. Второй ряд. Опять же, здесь у нас заказчику купили шины с литьем. Это уже летние, поскольку у него автомобиль на зимних шинах пришел из Японии. Ну и там, соответственно, дальше третий ряд. Очень ухоженный автомобиль, не требующий особых вмешательств. Ну так, чуть-чуть его привести в порядочек, да, под себя. А в целом таким образом он выглядит сзади. Видите, у него лейба Платана. Вот. И крайний на сегодня автомобиль, который приехал к нам для наших заказчиков. Это Toyota 86. Очень интересный вариант, друзья. Посмотрите на эту пушечку. Автомобиль у нас 2018 года выпуска. 2 литра мотор, 200 лошадиных сил. Бензин на автомате, задний привод. Комплектация 2.0 GT. Пробег у автомобиля 22 тысячи километров, 4,5 балла оценка. Состояние прямо нового автомобиля. Вот. Машина приехала, я так понимаю, на продажу, поэтому бюджет здесь озвучивать не буду. Но расскажу и покажу вам про нее поподробнее. Автомобиль пришел у нас на летних шинах. Давайте посмотрим, что у нас в салоне. Когда открываешь двери, стекло немножко приопускается, чтобы была возможность открыть дверь. Сейчас я заведу автомобиль и посмотрим. Итак, у нас кожаный полный мультируль. Есть подрулевые лепестки. Пробега 21 тысяча километров. Двухзонный климат-контроль. Далее кнопочка старт-стоп. Здесь у нас
подстаканники, которые выполняют роль подлокотника, бардачок. Итак, автомобиль 4,5 балла оценки с пробегом 21 тысяча километров. Сзади, конечно, я не знаю, кого-то можно посадить. Ну, пакеты поставить точно можно. И детей, не знаю, ребенка, может быть, можно посадить, если подвинуть переднее сиденье немножечко вперед. Так, давайте посмотрим. Какой у нас там багажник? Итак, посмотрим, какой багажник. Для данного автомобиля вполне приемлемо. Итак, друзья, сегодняшний обзор привезенных автомобилей подошел к нашему завершению. Буду ждать заказчиков, выдавать им автомобили. Для тех, кого интересует автомобили с аукционов Японии либо из Южной Кореи, все ссылочки оставлю под описанием. Звоните, пишите нам в Instagram, на WhatsApp, в Telegram, куда удобно. Есть у нас группа в ВК, поэтому подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы владеть, так скажем, больше информацией, наблюдать за привезенными нами автомобилями. Ждем вас в нашем офисе. С вами была Татьяна, компания Sakura Auto. До новых встреч, друзья!